22 года. Рост 75 сантиметров, вес 62,95 килограмма. Профессиональный рекорд 6 побед, 5 поражений. Он чемпион Азии, трехкратный чемпион Кыргызстана, чемпион Nova Fights из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте, Жаныбек Каныбек! Его соперник красного углу клетки. Бойцу 28 лет. Рост 170 сантиметров, вес 62,8 килограмма. В его активе 7 побед, 3 поражения. Он призер чемпионата мира, чемпион Азии и Казахстана по ММА. Дамы и господа, из Алматы, Республика Казахстан, встречайте, Жуман Арлан Жумабеков! Рефери боя Даванбек Жагаев. Правила боя знают. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Затылок не бьем, позвоночный столб не бьем. Сетку, шорты, щитики не хватает. Партии времени не ограничено. Активных действий не будет, я поднимаю. Внимательно слушай меня. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Все ясно? Пожали руки. Покажите красивый достойный бой. По углам. Удачи. Итак, видим мы на экране антропометрические данные бойцов. Разница в возрасте в 6 лет и разница в росте чуть меньше. Жаныбек Каныбек у нас в черных шортах, Жуман Жумабеков у нас в белых шортах. И аккуратно начинают свой бой бойцы. ну, мне кажется, хорошо сейчас попал Жуман Жумабеков. Повело Жаныбека Каныбека. Да, и вот еще пропускает. Ну, крепкий парень Жаныбек. Все вернул. Очень размашисто начали бойцы. Не берегут свои челюсти совершенно. Но мы только рады. Рубка — это на радость зрителям и нам. Да, с поднятым подбородком вверх идет Жаныбек, и, конечно, за это он поплатился. Пропустил несколько ударов, он точно в челюсти. Могло сейчас все закончиться для него. Жуман, наоборот, более четко действует, перекрыт, в хорошей защите. Ну и рубки в начале раунда взяли паузу бойцы. Видимо, решили, что еще рано форсировать события, но вот вернулись они к обменам точными ударами. Смотрите, какой удар сейчас наносит Каныбек и теряет равновесие Жуман. Он быстро оправился и хорошо контратакует сейчас. Провел хороший апперкот, боковой сразу же. Но уже у Жумабекова это рассечение в районе левого глаза, очень неприятное. Однозначно оно будет ему мешать. И любое попадание Каныбека может его только усугубить. Да, яркий бой сейчас показывают бойцы в стойке. Хотел провести лоу-кик, но все видел Жуман Жумабеков. Жаныбек пока что прицеливается, мне кажется. На этот раз уже Жумабеков провел лоу-кик. Выжидает Жумабеков, он ждет активных действий от Каныбека и хочет его контратаковать. При этом не делает никаких действий, чтобы выдернуть соперника на атаку, он просто ждет. Вот сейчас
Сейчас начал немного раздергивать, финтить. Ну и тут же Каныбек пошел в атаку. Но уже как может пытается Жумабеков обмануть своего соперника. Пока что ничего не выходит. Каныбек на эти провокации не поддается. Чуть подсбавили темп бойцы. В длине размаха рук сейчас проигрывает Жуман Жаныбеку. Но он должен более активно сейчас действовать и выдергивать все-таки своего соперника на атаку и контратаковать. Все это хорошо у него очень получалось в самом начале раунда. Но пропустив вот этот сильный удар, он сейчас перестал действовать. Ну, в принципе, по сравнению с началом раунда у нас спал темп. Видимо, пропускали друг от друга бойцы, да. И не понравилось это ни Жуману, ни Жаныбеку. И вот опять, смотрите, сильный удар наносит сейчас. Хорошо. И можно, мне кажется, Жаныбеку добивать, потому что поплыл Жуман. Пропустил он сильный удар, опустил руки. Но Жаныбек не стал. Не ведется. Не ведется на это все. Очень низко держит руки Жуман Жумабеков. Мне кажется, за это он может поплатиться. Но, с другой стороны, все это зависит от работы Жаныбека. А мы с вами ждем следующие 5 минут. Сейчас видно, забыли бутылку в клетке. Я надеюсь, рефери обратит на это внимание, да, и устранит эту проблему. Так недолго и подскользнуться. Но у нас продолжается бой. Жуман Жумабеков. Шорты белого цвета против Жаныбека Каныбека. Перчатки, простите, шорты черного цвета. Ну и перчатки, кстати, тоже. Обменялись чередой атак, эффективных, так скажем, атак в первом раунде соперники. Хорошо сейчас огрызаются ударами Жумабеков. Но он промахнулся, к сожалению, для него. Сейчас задумка была хороша. Плотно так уже занял центр ринга Жаныбек. Не пускает он туда своего соперника. Поджимает постоянно. А вот Жумабеков уже вынужден оттирать спиной, скажем, тагон.
Джумабекова. Ну, подуспокоился поединок. Не видим мы больше таких ярких разменов, как в первом раунде. Возможно, к сожалению, но для здоровья бойцов скорее к счастью. Здесь больше перешла работа на точечные удары, на выцеливание соперника. Совершенно не пытаются бойцы перейти в партер. Видимо, им обоим комфортно в стойке. Давно у нас, кстати, таких поединков не было сегодня. Хорошо сейчас опорную ногу подсек Жуман Жумабеков. И вот и первая попытка прохода в ноги. Хорошо сейчас зарядил оверхенд Жумабеков. Побольше бы таких, особенно точно. Хватает ему немного длины рук. Видно было, как замахивался сейчас Жаныбек. Ну, такой у нас немного пассивный раунд пока. Чуть больше минуты остается, а удары все чаще рассекают воздух. Да, слышно, как тренерский штаб подгоняет бойцов более активно действовать. Вертушка мимо Джумабекова. Возможно, бойцы, по крайней мере, будем на это надеяться, бойцы экономят силы на третий раунд. Хорошо сейчас навстречу Жаныбек попал точно в челюсть. И еще раз. С задней руки стал заряжать точно в цель Жаныбек. И сейчас поймал он, мне кажется, Жумана Жумабекова. Чуть-чуть того повело. И разбит нос. Нет? Показалось? Нет, показалось. Ну, пропускал Жумабеков в самой концовке раунда. Да, Видно, что да, хорошая такая гематома у него под правым глазом. хорошо воспользовался ситуацией Жаныбек. Хорошо очень провел свою атаку. И за счет этой атаки, я считаю, он выиграл, наверное, второй раунд. А мы ждем третий. Аплодисменты бойцам! Заключительный. Видели мы сейчас в перерыве чуть-чуть увеличившаяся в размерах Жумана Жумабекова. Довольно большая у него гематома под правым глазом. За время перерыва она еще вздулась и теперь практически полностью закрывает ему обзор правой стороны.
конечно же, огромное и огромное неудобство. Ну а Жаныбеку нужно продолжать выкидывать удары. Очень часто он на правой прямой ловил своего соперника в этом поединке. Возможно, стоит продолжать. Более техничный боец Жуман Жумабеков, ну так, по внешнему взгляду, но никак это ему не помогает. Идет на него вперед Жананбек Каланбек и просто всаживает свои удары, длиннющие руки у него. Вот еще раз смотрите, какая атака чисто в челюсть, и опять пошатнулся прямо Жуман Жумабеков. Да, нужно ему что-то делать, что-то менять в своей тактике, потому что Жаныбек Каныбек пристрелялся. Начинает разбивать вот такими ударами. А Жумабекову все тяжелее отвечать. Сейчас даже хай-кик прошел у Жаныбека. Колено в голову точное. Да, просто мои выдержки и уклоны показал сейчас Жуман Жумабеков. Но нет уже никакой атаки с его стороны, он спасается бегством. Мне почему-то кажется, что не очень он хочет продолжать поединок, если честно. Как-то очень подозрительно выглядит работа Жумабекова. Ну вот сейчас возвращается он в такой рабочий настрой. Выбрасывает апперкот, хоть и мимо. Возможно, сдал он уже мысленно этот бой. Он чувствует, что проигрывает. Не видит он возможности для победы в этом бою. Но Жаныбек Каныбек не отстает. Все продолжает давить и бить. Полностью заплыл глаз Жумана Жумабекова. Не видит он ничего уже с правой стороны. Капли пота и крови закрывает еще и левый глаз. Все, отказывается от продолжения поединка Жуман Жумабеков. И таким образом, получается, техническим нокаутом побеждает Жаныбек Каныбек. Травмировалась рука. Ну, мы поздравляем с победой Жаныбека Каныбека. Это довольно яркий поединок получился. Огромное уважение Жуману Жумабекову. Удачи ему в следующих поединках. А мы ждем следующую пару бойцов. Аплодисменты бойцам! Великолепный поединок выдали, ребята. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты и 41 секунда заключительного третьего раунда. В связи с невозможностью продолжить поединок из-за травмы соперником техническим нокаутом победу одержал Жаныбек Каныбек!